Аяд Машвоэль. Маршал. Сегодня у нас 145-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Сегодня 2 августа 2025 года, 19 часов 6 минут по центральноевропейскому времени и 20 часов 6 минут по городу Джохару. Сегодняшний наш стрим называется «Трамп направил ядерные подлодки к России». И вторая тема – будущее чеченского народа. Давайте об этом многом другом поговорим. Стрим у нас идет на YouTube-канале Reality, на канале TikTok Асан Арцуев и на официальной странице Президиума правительства Telegram. Друзья, задавайте вопросы, заходите и активно участвуйте. Те, для кого это безопасно. И сразу, Аят, передаю вам слово. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие амележери и жи. Сегодня у нас на русском языке идет в принципе так, но как когда мы говорим на чеченском языке, мы готовы переводить сразу то, что будет сказано. И здесь тоже, если по-чеченски будут говорить, тоже будем отвечать. То есть полная свобода в этом отношении. Значит, сегодняшнее положение, о котором вот я назвал тему нашу, Аслан, в том, что Трамп, Америка сегодня предпринял быть кощунственной, настолько можно быть, значит, бесчеловечным, чтобы вот такое творить. Как можно убивать женщин, детей, убивать стариков, разрушать города и вот это все вот творить. Мы, по крайней мере, чеченцы очень этим возмущены, и мы прекрасно, вот именно чеченцы, понимают, что это такое, потому что это же самое, и еще в большей, так сказать, с большим остервенением Кремль творил на нашей территории Чеченской Республики Ичкерия, убивал наших людей. И то, что сегодня происходит, на это есть в конечном итоге какая-то реакция, будем надеяться, то, что вот говорит, кроме слов, и будут действия. Почему же так происходит? Ну, происходит потому, что сегодня, после того, как вот Трамп заявил, это в первый раз в 50 дней, теперь, как мы знаем, дело изменилось от того, что Трамп вновь заявил, что я смотрю, президент Путин себя ведет не совсем хорошо, он нехорошо делает, что убивает людей, каждый день убивает людей, это нельзя, я, мол, даю ему теперь там 10 дней, он дня 3 назад сказал. Теперь это срок, как говорится, изменился, и тут же вот появился бывший так называемый президент России Медведев и начал всячески, в общем, выставлять те претензии, которые мог бы Путин сделать. Но чтобы самому это не сделать, видимо, он вот поручает это делать Медведеву. Тот заявляет, что чуть ли и он там, и еще другие там деятели окружения заговорили о том, что они, мол, если вы там сунетесь, мы вам атомные бомбы, мол, покажем. То есть уже начали открыто угрожать. Хотя американцы в этом смысле никогда ни американцы, ни западные страны не угрожали, скажем, России, а всегда говорили, давайте остановить войну, давайте, значит, мирным путем решим все эти вопросы. Ну, несмотря на это, каждый раз, вот сколько вот они, вот это происходит, и просто до смешного чуть ли не доходит, такое можно иметь терпение, скажем. У Трампа, мне казалось, так как и многим, что здесь Трамп как бы находится в какой-то зависимости от Путина. Сегодня я вижу, что здесь не столько зависимость, а сколько у него такое великое терпение, и он хотел как бы решить вопрос, остановить войну, и чтобы мирно как-то решать эту проблему. Пусть на экономических отношениях, пусть на каких-то других условиях, но остановить войну, чтобы не убивать людей. Это не происходит. И после того, как вот сейчас это сделал заявление, это, скажем, окружение Путина сделает заявление, здесь тут же, значит,
президент Трамп заявил, что мы будем, будь то или нет, мы, значит, свои ядерные силы, подводные лодки, значит, выведем поближе туда к вам, в Европу, в Англию или в другие места. Но две большие подводные лодки, очень мощные, как бы, значит, и ядерное оружие, которое было когда-то вывезено из Европы, теперь обратно ввозится на территорию, скажем, Европы, чтобы они могли адекватно ответить. Это ответ господина Трампа российской вот этой группе преступных руководителей, которые сидят в Кремле. Так что здесь ситуация как бы нагнетается, в то же время Трамп говорит, что это не в том смысле, на всякий случай, что от них ожидать. Он говорит, я не знаю, что можно ожидать от них. Они могут как-нибудь вывернуть и что-нибудь сотворить, а мы будем не готовы, поэтому надо переместить туда это оружие, чтобы они знали, что оно не находится так далеко от них. Вот что происходит в данный момент. Поэтому все же ситуация остается таковой. Трамп призывает Путина, чтобы он, вот, скажем, теперь вот осталось 7 дней, чтобы он решил вопрос о переговорах, чтобы они встретились и решили на основе, значит, каких-то вот правил, которые есть в мире, не каких-то, а международного права, чтобы решались эти вопросы. Вопросы войны и мира, нельзя убивать людей. Вот такая позиция, такая, скажем, открытая у президента Трампа. И это вызывает уважение в этом смысле. Хорошо, это так, значит, все это время Трамп так или иначе пытался сделать то, что как раз-таки необходим был. Трамп был ответственен за все эти дела, которые, как став президентом, он ответственен. И говорит, что война не нужна, давайте ее остановим. Нет, ни в какой мере Путин и его окружение не хотят эту войну остановить. Не хотят. Почему? Потому что остановив войну, здесь нужно будет признать, что пропаганда, которая раскручивается в самой России, и это население, которое, значит, почти оболванено, и все думают, что это Украина напала на Россию, что это Запад напал на Россию. То есть во всем виноваты не, как говорится, не кремлевские сидельцы, а виноват остальной мир, которому не дает, который не дает ему захватывать чужие территории, как то территории Чеченской республики, или Грузии, ну, скажем, Молдовы, Беларуси и другой, и Украины, естественно. Война идет каждый день, еще более жестоко ведет себя этот, скажем, сиделец московский. Что делать? Вот здесь вопрос такой. Будет ли в этом плане до 7 числа, теперь как бы до 7 числа это говорят, если этот вопрос не решится, то значит сразу могут быть введены санкции. Санкции, которые никогда не вводились против, скажем, московского режима. Эти санкции что могут сделать? Как они могут повлиять на ситуацию? Санкции, которые сегодня вот принял, сегодня, если сказать, в эти дни приняла, значит, Европа, они, конечно, тоже имеют свое значение, но санкции от Америки имеют более глубокие, как говорится, возможности. И, конечно, здесь вот как раз это будет касаться и других стран, таких южноамериканских, вот Бразилия, там Аргентина и другие, Индия, Китай, все их, они будут касаться, они одновременно будут касаться их торговли. То есть их попытки, значит, торговать с Россией одновременно будут попадать и, значит, санкции на эти страны. Поэтому даже сделав вот эти, приняв эти санкции против этих государств, Трамп говорит, я не верю даже, что он теперь он такой, что я даже не знал, что он такой. Он что делает? Он может и на эти санкции наплевать. Ну, здесь что можно предполагать? Предполагать можно, что Путин и его окружение понимают, что если установится мир, то установится, кто был
прав, а кто не прав в этой войне, потому что разбираться можно только по каким-то правилам, логике, законам, международно принятых принципов. И в конечном итоге выявится, что господин Путин и его команда, что они преступники в целом. И это может обернуться тем, что власть в Российской Федерации, которая сегодня так называемая есть, что там власть может измениться. И эти все головы в Кремле могут полететь, как говорится, полететь. Их могут снять, их могут... То есть ситуация перейдет не в их руках будет. В их руках она только до той поры, пока они сейчас вот давят, не хотят, не соглашаются, чтобы надо, чтобы их слушали, отдали им территории, которые они еще даже не захватили. Вот такие условия они ставят и спекулируют вот этой своей, значит, нефтью, газом и другим. Но мы знаем, что все это теперь как бы и Америка, уже Соединенные Штаты Америки заключили между собой соглашение, как бы историческое называют его теперь, что теперь все вот эти отношения, которые были с Россией, в смысле нефть, газ и другие, значит, полезные ископаемые или другие отношения будут строиться с Америкой и Европой. То есть это континент европейский и американский, североамериканский континент, они сейчас бы как бы объединились. Это не только, скажем, экономическое соглашение, экономический союз, это и уже военный становится союз, это мощнейшие две, как говорится, стороны, которые в мире, в отдельности они самые мощные, в принципе, так, они могут сейчас влиять вообще на всю ситуацию, и это все равно ударит по Китаю, и Китай здесь встревожен, конечно, и остальные страны. Вот такая ситуация складывается. Каждый день мы видим вот по ходу вот времени, утром, вечером, в новостях мы слышим, что ситуация все более нагнетается. Путин со своими друзьями где-то под Петербургом собирается, встречается с церковниками, на тот свет как будто собирается, с ними прощается, что-то делает. Лукашенко позвали там. В общем, ситуация может быть такая, что, как мы видим, они встревожены. И если мы видим, что в самой России даже их эти дикторы, Симоняна и другие, которые сидят там, вот, разводят разную там, значит, уже такую паническую вот эту риторику, то понятно, что все они здесь взволнованы, а некоторые из них уже заявили, даже вот я здесь слышал, передают из Думы, некий там глава комитета заявил, что необходимо теперь россияне готовиться к тому, что теперь у них будут регулярно отключаться, скажем, телефонная связь мобильная, интернет и другое ко всему, мол, надо готовиться. То есть они их заранее готовят к тому, что может прийти нищета. Это как вот было, значит, в Венесуэле уже лет 10-12, как там этот новый пришел, это Мадуро, и казалось, что он совершенно там уже не способен что-то сделать. Если передают наши, вот, если послушать, я вот слышал, он же сидит 12 лет, там нищенство в этой стране, не все есть, у них санкции, а он держится до сих пор. То есть население находится в тяжелом положении, тяжелейшем положении, и миллионы людей уезжают, но все равно это сидит. Может, вот этот, как говорится, способ решил применить Путин к своему населению, к своему народу. И похоже на это, потому что они ужесточают отношение каждого человека, который выступит против действий сегодняшней власти, ужесточает. Это я имею в виду, ужесточает в каком смысле? Они ужесточают наказание, они изучают преследование, они делают то, что делают уже все это время, но только все более и более это ужесточают. Вот какая ситуация складывается, и это видно. В целом, я думаю, что Путин здесь ищет машинально, не знает, 7 дней осталось, не знает, что делать, советуется. В конечном итоге, конечно, он примет самое гнусное решение. Я в этом уверен, да и все об этом самое гнусное решение и снова будут испытывать. Но что вы сделаете? Попробуйте. Это его характере. Но в то же время радует то, что
сегодня Америка во главе, скажем, Трампом поняла, что происходит, поняла, с кем они имеют отношения. И здесь вопрос в том, что, как мы уже знаем, значит, принято решение, что ресурсы, которые заморожены, российские, которые находятся на Западе, около 55 миллиардов будут переданы для обороны и восстановления Украине. Это вот как бы, значит, считаем, что правильно. Но в то же время есть и критики властей самой Украины. Здесь критикуют власти Украины за этот принятый недавно антикоррупционный закон, который они сделали его таковым, что теперь все подчинение, антикоррупционный закон, который был, он будет уже в подчинении и под наблюдением Генеральной прокуратуры, то есть под наблюдением власти, когда в то же время как бы это было прозрачное должно было быть решение, считает на Западе так, а здесь происходит, что оно идет под контроль, скажем, власти действующей и полагает, что, возможно, здесь под этим предлогом они хотят вот этих вот коррупционеров, преступников, воров увести от ответственности. Вот такая ситуация в самой России, и эти действия как раз-таки не вовремя сделаны, могли бы сделать это чуть позже, но не знаю, как это у них получилось, но они это совершили, и критика Запада тоже идет в адрес украинской власти. Но в целом украинский народ показал свою стойкость, показывает ее всегда, вот в последнее время тем более, и жестко стоит и против, скажем, внутреннего такого неугодного положения и против внешнего врага. Ну, на этом я закончу, Аслан. Давайте, значит, вопросы-ответы дальше продолжим. Спасибо, Аят, спасибо. Друзья, напоминаю вам, с нами Аят Идигов, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Можете задавать вопросы. Аят, ближайший один из соратников Джохара Дудаева, стоял у истоков нашего государства и является сопредседателем Президиума единственной легитимной власти чеченского народа, сохранившейся. Вот Медведев угрожал, и под этим видом Трамп направил 2 подлодки, сказал, 2 ядерные подлодки направил. На Камчатке, на Курилах, рядом с Японией проходит учение американцев, японцев, но со всех сторон как бы и так находятся американские и корабли, и, вероятно, вполне возможные атомные подлодки. Для чего это делает Трамп? Это такая демонстрация силы или реально может быть применение вот этого ядерного оружия? Как вы считаете? Разумеется, что Трамп видит, что на протяжении этого полугода он пытается как бы решить этот вопрос мирным путем, там призывает экономическим сотрудничеству, там другим, политическим, правовым, как-то выйти из этого положения, и не получается. И все ему объяснили, так, может быть, он и сам это знал, но как будто бы все говорили, что Путин ничего не поймет, если не ответить ему адекватно. То есть он как-то вот говорил, Трамп сам говорил, вот я с ним разговаривал, я сказал вот то-то, то-то, если ты то-то, я, мол, и Москва будет гореть, и я там ударю. Потом, хотя он отказывался, но Трамп там сказал, помню, он мне сказал, я не верю тебе, ты это не сделаешь. Потом Трамп говорит, да, он мне, может быть, не поверил, но на 10% он поверил. А 10% достаточно для нас. То есть он понял, что ни говори, как ни говори, если не принимать вот такие вот решения на каждый его удар, где-то, значит, усилит. Вот мы же видим, что после того, как вот они заявляют, что почему вот, мол, вы вокруг нас все свои базы расположили, вы хотите нас уничтожить и все такое. Так здесь еще добавились некоторые другие страны,
ну, северные страны, скажем, Канада, Швеция, другие, как бы добавились и в НАТО вошли. Не только это. Вопрос о том, что Соединенные Штаты Америки ставили вопрос чуть ли не о выходе из НАТО, теперь этот вопрос отпал. То есть все наоборот идет в силовом плане усиление блока, западного блока и американцев против имперских этих самозванцев, скажем, или против диктаторских режимов в мире, которые, в принципе, должны соблюдать устав ООН, принцип международного права, но они это не соблюдают и не собираются как бы соблюдать, и как раз ставят все время вопрос спорный, ставят они. Спор всегда происходит по этому вопросу. Теперь, видимо, Трамп понял, что если не будет какие-то действия предпринимать, хотя бы приближать или принимать какие-то решения с санкциями или передвижением своих военных сил поближе, или, значит, решение передать 55 почти миллиардов долларов Украине, это есть хороший такой ход, который в любом случае, это уже не разговоры, которые шли до сих пор. Поэтому я не думаю, что здесь Путин думал, что он будет упражняться с этим совсем, а усиления в этом направлении со стороны Трампа не будет. И создавал впечатление того, что, оказывается, Трамп, это я могу его вести, мол, как за уздечку, что я говорю, он будет делать. Они даже этим бахвалились и как-то говорили, и мы все говорили, он как будто бы как служит и прислушивается Путину. Теперь мы видим, что этого нет. И я не думаю, что его шаги в этом направлении, значит, неправильно. Я думаю, что правильно ходы. Конечно, мы надеемся, что он не даст, как говорится, здесь в этом отношении отходную. Ну, а то, что он там будет бомбить их или атомное оружие применить, в это я не верю, конечно. Это не метод борьбы и не метод Трампа, как я вижу. Он не хочет этого, как мы видим с вами. Некоторые утверждают, Аят, что может быть какой-то удар как по Касему Сулеймани, где, когда передвигалась колонна Сулеймани, была уничтожена ракетами, что Путина могут так уничтожить. И Медведев, который вначале тоже вступил в перепалку с Дональдом Трампом, пошел на попятную, с новой силой теперь начал наезжать, так сказать, на Трампа, там, фактически обзываться. И в этом своем выступлении он упоминает про программу «Периметр», которая была разработана в Советском Союзе и которая классифицируется у американцев как «мертвая рука», что в случае уничтожения высшего руководства Советского Союза ракеты автоматически, то есть если некому отдать приказ о нанесении ядерного удара по Соединенным Штатам, то автоматически, если происходит гибель советских руководителей, автоматически ракеты летят на Соединенные Штаты. Это о чем говорит Аят? Они боятся, они верят, что реально Путина хотят уничтожить, и что раз начали говорить на эту тему, или что? Ну, скажем так, что этим методом Кремль сам действует. Посмотрите, скольких президентов наших, Чеченской республики, они таким способом убили. Они убили первого президента Жохара Дудаева, они убили второго президента Яндарбиева, зачем они убили Масхадова, потом, значит, погиб и Садулаев и так далее. И даже, значит, ушедший уже в отставку Док Умаров. То есть они делают, как бы обезглавливают это руководство сопротивления этих стран. И тогда они надеются, что ситуация может измениться. Это их план. Они как бы в этом плане
вот действует и Америка, допустим, они вот делали это против Ирана, так пытались сделать, делали и Израиль тоже такие методы применял. Помните, они там делали разных людей, их Мгм. убивали. Так что это не первый, так сказать, ход в мире, такая практика есть, и надеяться, что имени от лидера зависит эта ситуация. Конечно, в отношении России это может быть точно так же, и если вот, допустим, они это сделают, так, то это будет, конечно, может быть, это и не будет решением вопроса, так? Но, по Мгм. крайней мере, это покажет, во что, на что решились, скажем, силы, которые видят, что подписав договор о том или ином своем поведении и принять, и потом его отказывать, и постоянно навязывая вот эти свои неправильные, скажем, в кавычках, действия, сталкиваясь с тех принципов, которые приняты совместно, что в отношении таких вот людей их надо наказывать. Конечно, Путин этого боится. Конечно, окружение этого тоже боятся Путина. Так они боятся. Их, конечно, они могут достать. То есть до сегодняшнего дня эта ситуация до этого уровня не доросла. То есть, чтобы американцы это сделали, не доросла, я так думаю. Потому что они могут опасаться, что в перспективе, как бы это ни получилось, не стало прецедентом не только в отношениях больших государств, но поменьше государств, они это делают, а здесь это может быть и на этом уровне. Так Мгм. что думаю, что это нельзя исключать, теоретически нельзя исключить. Они же знают, что в любой момент, в принципе, американцы это могут сделать, и оружие для этого у них есть. Обороняться их там ПВО, оно совершенно, значит, прозрачно, как мы видим. Они практически мало что сбивают, что посылает Украина, все как бы проходит, и они бьют по всех их заводам по производству, скажем, оружия для России. Украинцы бьют. Украинцы не бьют по домам, по жилым массивам, а Россия бьет именно по домам, по жилым массивам, убивает людей мирных. Мы видим это все. А чтобы украинцы ударили по домам, этого нет, этого нет. Мы видим, что это так. Такая ситуация, мне кажется, Слава. Мгм. Мгм. Спасибо. Асланбек Тутаев задает вопрос. Как вы видите будущее РСФСР после ликвидации путинского режима? Вопрос Аяду. Будущее России как можно видеть? Ясно, что это система власти, которая, значит, и эта страна, она образовалась не по воле этих народов, что это Российская Федерация России в 92 году, 31 марта, была создана не по воле, не по желанию этих народов. Она была создана теми же коммунистическими имперскими лидерами, которые подписали этот так называемый договор и записали, что создали Российскую Федерацию России. Это РСФСР, которая вышла из состава СССР после развала СССР. Она уже начала собирать вот эти все республики, бывшие когда-то автономными, а потом ставшие союзами, начала собирать ими, подписала федеративный договор не с той властью, которая была представлена народами этих республик, а с бывшими коммунистическими руководителями Советского Союза. И она незаконно создана. Я думаю, что эта страна должна прийти к основе того, что эта страна, если она будет федерация или конфедерация или что-то, она должна базироваться на этих правилах, а не на том, что Путин захватил сегодня и говорит, что никто теперь не может выйти. А когда они заходили, они тоже никого не спрашивали и всех вели туда. Вот таким образом. Теперь, говорит, никто не может выйти. Так они и не входили к вам, это вы насильно записали эти народы, мы знаем, все поволжские народы, дальневосточные народы, эти все республики, Кавказская, Север Кавказ, вы вписали их туда, подписав договор
со своими бывшими коммунистическими руководителями в этих регионах, еще Советский Союз с ними. Они, когда развалил Советский Союз, имели право на свое государство, а вы лишили их прав путем обмана, подлога и разных хитростей. Вы лишили и ввели эти территории под свою власть. И поэтому я думаю, что после развала или после Путина или других, эта страна должна переформатироваться на основе правил и желаний этих народов. Должно быть образовано какое-то государство или конфедерация, или что-то еще. Но это должно быть на основе воли этих народов. Как мы в 90-м году, наш народ проявил свою волю и принял декларацию о воссоздании своего государства в рамках международного права. И Конституцию принял, в котором сказано, что наша страна – это суверенное, независимое, демократическое и правовое государство. То есть это было проявление воли чеченского народа, и поэтому, именно поэтому они на нас напали, потому что остальные народы были им захвачены, а наша страна, наш народ создал свое государство и действовал. Поэтому они в 5 раз на нас нападали. То есть вот такая ситуация. Если это не будет на основе какой-то правовых основ и воли этих народов, то там, конечно, будет литься кровь и в будущем. Я так думаю, что это должно вот таким образом преобразовываться. Какие силы придут вот после, скажем, смены этой власти, неизвестно пока. Поэтому этот вопрос пока открытый, но в целом должно быть вот таким образом. Это вот вы сказали, что Россия наносит удары по мирным гражданам Украины. И да, и Да. вчера, и позавчера, и позавчера, каждый день именно по гражданским объектам, по людям, по мирным людям. Уже столько людей по роддомам, по больницам, по детским садам. Ну, все как и у нас было, и еще они нас обвиняли в этом, что это мы что-то такое делаем. Да. С какой целью они это делают? Ведь это первый вопрос. И они не стесняются, почему международного права, что вот военные преступления фиксируются одно за одним. Это же просто, от этого же не отмыться уже никогда. Откровенно просто не уничтожает гражданское население в Украине. Ну, во-первых, они всегда говорят, что там были, пытаются сказать, что там были какие-то, значит, скрывающиеся военные там формирования или какие-нибудь подвальные помещения, где все расположено. Или потом они говорят, что это какие-то бандиты, что это какие-то, значит, организованные преступления. Что они на украинцев сейчас не придумывают? Они что только какие ярлыки навешивают. И под этот ярлык они все это как бы пытаются оправдаться. А в то же время, почему они это делают? Дело в том, что они поняли, что это как и у нас в Чеченской Республике было, когда после вот четвертой полномасштабной войны, которую развязали в 94 году с декабря месяца, когда они потерпели сокрушительное поражение, и потом заключили как бы договор, и все, войска вывели, договорились, что они не будут больше нападать, мирно будут жить, а потом они вновь, значит, напали, и на сей раз они садились перед телевизорами, их генералы, и все там, что они тут не говорили, что это неисправимый народ, что это бандиты, что надо их детей там от 10 до 65 лет, всех мужчин надо убивать. И действительно, когда они начали вот 17 июля 99 года эту пятую агрессию, они главным удар начали наносить не по военным формированиям, которые не могли, а наносить по всем мирным населениям, на детей, женщин, в полях, если они там где-то урожай собирали или сеяли, на остановках, и где поймать, везде начали мирные людей громить, убивать. Вот посмотрите, картинки есть, фотографии есть, где они убивали людей наших. Это было давление на население, чтобы они выступили против этих
воинов, которые сопротивляются против агрессии России. То есть они говорили, что нужно убить это, заставить это население, этот народ заставить, чтобы они изгоняли своих воинов. Так и происходило в некоторых местах у нас. Когда русские, значит, приходили к нам и, допустим, окружали какое-то село, и там занимали оборону наши воины, и говорили, что мы сейчас так выходили старцы, женщины, и все просили, уйдите отсюда, не вот уходите, не делайте, детей поубивает. То есть это давление на население, давление на народ, чтобы они отказались от этой избранной власти, которую избрал сам народ. И также происходит в самой Украине сегодня. Это вот такая политика имперская. Вот что это такое, Аслан. Мгм. Спасибо, Аят. Спасибо. А, По поводу вот действий Трампа хотел вас спросить, Аят. Трамп сказал, что наложит санкции, но, возможно, это Путина не остановит, он сказал, так как уже много санкций уже наложено, поэтому, ну, это, в принципе, очевидно. Но Индия начала идти на попятную и говорить, что не будет закупать нефть, и несколько уже танкеров у берегов Индии стоят и не могут зайти в порт, чтобы разгрузиться. Это значит, что Индия отказывается от нефти. Это говорит о том, что все, Россия будет все больше и больше уходить в экономически закрытость, коллапс. И это говорит о том, что будет кризис на России. Как вы считаете? Но, конечно, об этом мы говорим. Я вот отмечал, что независимо от того, будет экономический кризис или нет, по способу, методу Венесуэлы, там сидит так называемый президент Мадуро, который, несмотря ни на что, не уходит и сидит. И таким образом, а в России это принято. Там как ситуация, какая мы же видим, они практически своей пропагандой оболванили весь народ. Они все думают, что все страны, и Запад, и Украина, и мы, кавказцы, чеченцы, там другие, все их ненавидят, все враги, и надо забросить на них атомные бомбы. Они же заявляют это, простые люди даже заявляют. Обман. Но там есть здравомыслящие люди в России, есть, конечно. Они не могут открыто сейчас, пока нет условий для, чтобы они открыто выступили и говорили, что нужно вот сместить то-то, то-то, то-то сделать. И этого нет в России. Хотя здесь на Западе есть некоторые деятели, типа Карамурза и другие, которые здесь начинают какую-то себя корчить деятельность, говорят, что вот русский народ, то все, забывая, что этим самым они хотят заменить, не то что забывая, намекая на что они этим самым хотят заменить Путина и пойти туда. А то, что они захватили вот эти территории, столько убили и нашего народа, так, нашего народа, они об этом умалчивают, поэтому им доверия никого нет в этом смысле. Здесь на Западе находятся такие люди. Поэтому мы можем полагать, что в России все же есть люди, мы знаем некоторых людей, которые планируют действительно изменения ввести в эту саму структуру этой страны, территории. Они могут изменить ее именно так, чтобы были соблюдены права человека, соблюдены права народов, и чтобы была какая-то конфедерация или другая форма правления, когда эта страна могла бы, эта территория могла бы совместно существовать. А если никто не желает, пусть и выходит, как они там решат. Вот в чем вопрос. Так сказать, что вот это состояние экономическое, которое у них есть, эти главари, они не будут уходить. С моей точки зрения, они до последнего момента, пока не почуют, что они вот получат, или пока кто-нибудь из них не получит, как говорится, удар, да, они будут держаться. Им не жалко людей.
Им не жалко ни русских, ни других народов. Им жалко потерять свое состояние, им жалко, они боятся оказаться, значит, потом под санкциями личными, да. Им нужно дать какие-то возможности, чтобы они ушли в безопасность, допустим. Обеспечить им безопасность, гарантировать. Где-то что-то надо делать. Это сейчас надо решать. К этому, по-моему, все это и движется сейчас. Вот именно в этом направлении. Мгм. Ладно. Такой вопрос от Ру, с ником Ру. Аят, может быть, что Индия просто США заставляет покупать, что Индию просто США заставляет покупать нефть у Саудовской Аравии, чтобы у арабов были деньги, чтобы они могли покупать оружие у США, а Россия здесь ни при чем. Ну, это возможно, но в любом случае пусть они как угодно делают, но чтобы Россия не получала финансы за те ресурсы экономические, там, ископаемые, скажем, нефть, газ, чтобы она вела войну против Украины и других народов, которые она пытается завоевать, убивать. Это в любом случае полезно для того, чтобы остановить этого диктатора. Вот что вопрос. Может быть, это ничего не значит. Они могут покупать и у Америки, могут покупать у Саудовской Аравии. Здесь никакой, скажем, разницы нету. Но дело в том, что Россия им продавала нефть по сниженным ценам, так? А поэтому им было выгодно покупать эту нефть. Теперь, когда будут санкции, то эти цены, которые снижены были, они должны будут платить уже, как говорится, уже цена для них повысится, если они будут покупать нефть у России, она повысится, раз, во-первых, а во-вторых, они могут эту нефть купить рядом этих арабских странах, два, и в-третьих, они будут в мире выглядеть как пособники империи, которые убивают вот так вот незаконно мирное население и захватывают территории чужих государств с внешней стороны. А ведь у Индии и других стран у него много таких вот примеров. Помните, у него с Пакистана, там еще с другими странами у них бывают тоже свои конфликты. И в этом случае они могут сами попасть в эту ловушку, сами. Поэтому я думаю, что для Индии они правильно решают, зачем им нефть России, если она теперь будет обходиться гораздо дороже, чем то, что продают, допустим, арабы или сама Америка. И потом еще в политическом плане в мире Индия будет выглядеть совершенно иначе, тоже как союзник этого бандитского государства России. Мгм. Аслан? Спасибо, спасибо, Аят. Мгм. Так. Еще один хотел вопрос задать вам, Аят, по поводу вот, по вначале вы об этом затронули эту тему, по поводу вот, переподчинения прокуратуре, Генеральной прокуратуре в Украине, антикоррупционного комитета. Потом Зеленский сказал, что все, снова был принят закон и отменили сейчас уже новый закон, который опять дает независимость НАБУ, Национальному антикоррупционному вот этому бюро. Речь шла о том, что в НАБУ есть агентура российской разведки и так далее, и так далее. Но фамилии вот этих агентов мы не услышали. Что это было, Аят? Это попытка сделать что? Уйти от контроля Запада за средствами, которые заходят в Украину и которыми распоряжается украинская власть? Или это реально была попытка борьбы с засилием российских шпионов? Как вы считаете? Но здесь, если этот закон, который они хотели поставить под свой контроль власти, да, в то время как это должно было, это действие, коррупция должна, вот то, кого там они определяют и обвиняют, чтобы это было прозрачно, это с точки зрения морали, с точки зрения демократии, это правильно. Мгм. А если это подчинить под себя,
то, значит, какая-то ветвь власти или сама власть здесь начинает манипулировать этим. Или уже манипулировала, и многое, что, может быть, ушло в сторону, и на этой основе, может быть, были какие-то подкупы. И мы не исключаем, что и на территории Украины, как и в других странах мира, особенно постсоветских, так, находится большая вот эта гвардия агентов влияния Кремля. И мы, чеченцы, тоже чувствуем, что там такое есть. Хотя мы это чувствуем везде и всюду, и мы слышим про это. Поэтому, когда вот этот вопрос вот так вот поднялся, то здесь как-то это связывали с тем, что здесь есть какие-то заинтересованные, что очевидно здесь есть какие-то заинтересованные силы высшей власти, которая, значит, на этом наживалась, и которые те преступные деяния, которые они делали, мол, они скрывают. И если это так, то власть должна, мол, уйти. Они прямо такой и, как бы, значит, прямо или косвенно намекают на это, что эта власть, мол, должна уйти. Хотя они не имеют права это говорить, но они свое мнение, скажем, выставляют и говорят. Это политический деятель, влиятельный политический деятель Америки, Европы, некоторые из себя вот понимающие эту ситуацию, это восприняли очень негативно. Это спорно было принятие этого закона. И теперь, когда это вот так вот было сделано, было, значит, конечно, понятие того, почему власть пошла на это. То есть они строят позицию такую, что в конечном итоге получается на основании, если это так делать, скрытно, так? А когда идет помощь со всего остального мира, скажем, 70% обеспечения нашим Украины денег, это идет с Запада, имеется Америка, это. То есть бюджет состоит, да, а они, значит, это укрывать пытаются и под свой контроль берут. И, конечно, они хотели видеть, если столько они помогают, то это должно быть так. И в то же время Америка была недовольна Европой, потому что Европа здесь не следила, Европа не давала, значит, достаточно, скажем, финансов. Там до 5% они подняли, правда, после этого, да. Мол, вы защищать должны, смотрите, что там происходит. Они говорили, да. И теперь, когда они вот этот шаг сделали с этим законом, то, естественно, те силы, которые были против этой власти, действующей сегодня в Украине, они здесь подняли этот вопрос, остро подняли. И теперь стоит вопрос, как быть этой власти. Так, они даже открыто здесь как бы призывают, что она должна, мол, уйти сама. Но этот вопрос такой внутренний вопрос. И в то же время мы знаем, что в Украине были разные, вышли, там народ вышел, демонстрации были. То есть вот это все было. Поэтому сейчас мне это кажется так, что коней на переправе не меняют, так? Надо сейчас решить этот вопрос. Это то, что если сейчас поменять на власть, это может как-то, может и негативно быть. Здесь вот палка два конца, как говорится, так? И вот такая вот ситуация, знаете, потому что здесь не только должно быть, скажем, военные действия, которые вот так идет украинский народ, его армия воюет, им помогает остальной мир, и здесь вот такое вот, ну, скажем, пожелание, которое было выдвинуто со стороны влиятельных политических деятелей Запада, и Америки, и других, которые говорили, что вот эта коррупционная составляющая, эти законы, эти комиссии должны быть независимы, они решили это подвести под себя, под власть. Но здесь тоже, может быть, какие-то были и другие ответные мнения, но мы пока про это не знаем. Вот такое вот мнение у меня, Аслан. Спасибо, спасибо.
Вот Ру задает еще один вопрос. Аяд, может случиться, что КГБ сформатирует Россию политически и экономически в случае отступления от идеи захватить Украину? А как КГБ сформатирует? КГБ не может сформатировать. Мы уже видим, что украинский народ, он уже и песню придумал. Вы, говорит, наши братья, вы никогда не были наши братья, никогда не будете. Ну, здесь вопрос в том, что если он может сформатировать, не сейчас, не в ходе этой войны, и не после этой войны, и не в этом поколении, если он отойдет. Потому что, понятно, итоги этой войны, они очень-очень негативны в смысле характеристики Российской империи. Вот я так думаю. Никакой сформатирования со стороны России влияния не может быть. Наоборот, все эти агентуры, которые есть там, они прекрасно, наверное, знают, кто есть кто, и там будут, как говорится, соответствующие решения судебных властей и политических. В этом плане это будет, и сам народ будет здесь решать уже, какую власть будет избирать, очередную власть в Украине. Так думаю. Благодарю. Друзья, задавайте вопросы, пишите. И мы видим, что вот здесь одна троллятина здесь заходит. Они, конечно, нам раскручивают стрим, но вопросов не задают, только вот пишут гадости и между собой общаются. Поэтому задавайте вопросы, не стесняйтесь. Также, если хотите принять участие, вы можете зайти на телеграм-канал, на официальную страницу Президиума правительства и непосредственно сами принять участие в нашей сегодняшней беседе. Также вы можете в ТикТок у меня здесь зайти и тоже я вам предоставлю возможность. Вот еще вопрос такой. Через, по-моему, 7 дней осталось до конца ультиматума Трампа. Как раз, наверное, подлодки подойдут к берегам. Что будет после 7 дней? Санкции уже вводятся, и все, ограничения будет только по санкциям против России, и все. Ну, что будет? По крайней мере, то, что говорит Трамп, наверное, это может быть. И то, что говорит Путин. Если Косанакань найдет, то будет дальше это продолжаться. А если кто-то уступит, то оно, значит, будет в той форме. Но в любом случае уже очевидно, что Трамп, то есть Америка и окружение самого Трампа, они ведут вот такую направленную такую политику. Даже помощник Трампа улетел, говорят, сегодня в Москву на встречу с Путиным. А там посмотрим, как это будет выглядеть, что это произойдет. Что может быть? По крайней мере, ничего пока не изменится, я думаю, в ближайший месяц, по крайней мере, даже после этого. Радикально что-то не изменится, хотя, может быть, направление, может быть, и как-то и обозначится дальнейшей, как говорится, судьбы этой войны. Здесь очень важно другое еще, что Россия понимает, что и власть понимает, что если они отойдут от этих своих позиций, то им нужно не только от этой, скажем, войны, за эту войну отвечать и за другие войны, за другие преступления, которые они совершили на территории нашей страны, Грузии, Молдовы, Беларуси. Здесь много вопросов, которые к ним возникнут. Они знают, как говорится, чья кошка съела мясо, и понимают, и как-то будут стараться из этой ситуации выходить, ну, скажем, непотрепанными. Так я думаю. Если не будет ли так, что остановят военные действия, спрашивает Джек Хоупер, действия выйдут с Украины, потом накопят силы и снова попрут
Надеюсь, цивилизованный мир больше не купится на это и не даст заползти гадине под корягу. Как вы считаете? Но здесь то, что он выйдет, да, Мгм. и это не будет так, он вышел и там сидеть. Он же после этого должен быть именно определить оценку дать всему этому. Мгм. Это внутреннее будет состояние, внутреннее положение, оно должно как бы здесь определить, что скажут народы этой империи внутренней. Потому что там же как в концлагере все теперь, так? Мгм. Потом это все надо будет отпускать, эти законы, убирать их надо. А как они уберут? Если уберут, значит, незаконно делали, значит, там столько преступлений и внутри было. То есть здесь это такой вопрос, который может власть снести в самом Кремле, сместить, и другие могут прийти там силы. Могут, это может быть. В принципе, вот так может случиться. Мгм. Хотелось бы еще у вас спросить по ситуации на Кавказе, которая и вокруг Азербайджана, как на Закавказье, на Южном Кавказе и у нас на Кавказе. Ситуация в целом как происходит. Дело в том, что, по всей видимости, я подозреваю, что они хотят из нас создать Палестину 2.0 из российских провинций и с нашей временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия, мусульманских российских провинций, и объединить в один такой анклав, такое исламистское гетто, и даже в связи с этим, вероятно, они вывозят проект сектор газа уже закрылся, и вот они у нас хотят этот сектор газа там, по всей видимости, создать. Много таких признаков этому. Они вывозят оттуда разных своих функционеров из сектора газа, настроили мечети, вот все идет вот к этому, об этом они говорят. Есть ли такая вероятность, Аят, что на Закавказье и Южном Кавказе, где находится там Грузия, Армения, Азербайджан, находятся проамериканские, скажем так, пронатовские республики, а наша оккупированная территория и некоторые российские провинции мусульманские превратят в такой исламистский анклав, как раз перенаправят проект сектор газа закрылся, и вот этих всех переведут к нам туда, на Кавказ, и создадут такую язву, где будет постоянно какая-то угроза миру, угроза Америке, угроза Армении, Грузии, Турции, Азербайджану. Вы в это верите? Возможно ли такое? Я не думаю, что им это удастся сделать и создать Да. такой анклав. Почему? Потому что то, что они вот в последней агрессии, которую начали 17 июля 1999 года, они фактически начали с того, что начали внедрять у нас на территории Чечни взять вот это движение ваххабизма. Но здесь в религиозном плане что происходит, утверждая, что чеченцы, допустим, те верующие, что они оказываются мунафики, что они оказываются многобожники, что Мгм. их надо, мол, это чуть ли можно их убивать, и их кровь прощается. И вот такое устроили. И одновременно то, что это была российская, затея, было ясно потому, что они в тот же момент, после вывода своих войск, блокировали нашу республику по всему периметру. И вот этим силам, которые я сейчас назвал, Мгм. под религиозными, так сказать, идеями, которые там действовали, в разных селах, где существует там мечеть, они параллельно делали другую мечеть, как бы противопоставляя население, Мгм. организовывая это тем, что якобы вот вы вроде бы не тому молились, не так молились, это должно быть не так, это вот так, объясняя, все эти противоречия начали возникать.
И это главным образом возникали, когда тогда в нашей республике такое было тяжелое положение. Не экономически, ни в каком-то президента и власть, которая действовала тогда, никакие, значит, никакой помощи не было, а через этих людей они старались вот неимущим людям, которым нет что покушать там, кому мешок муки, сахара, масла, что-то дать, деньгами их снабжать. То есть они сеяли рознь внутри нашей республики тогда. И на этой основе им удалось, как говорится, даже вот есть такой деятель Дугин, этот фашистующий философ, да? Этот Дугин об этом полностью раскрыл эту форму, хотя мы тоже это знали. И стало вот такое противоречие. То, что сегодня находится, скажем, в нашей республике оккупированной, там, значит, ситуация не такая, конечно, простая, и они против, как бы их обучают тому, что они против этих вот движений, которые сейчас я говорил, так? И здесь для того, чтобы создать, скажем, это условие, вот это, что Хамас там был, чтобы создать, для этого должна быть какая-то другая сторона, которая будет подпитывать, и против кого тогда, скажем, чеченцы или другие народы, там, ингуши, дагестанцы или другие кабардинцы будут, вот, если создать такой анклав, против кого они будут биться? Против завкавказцев, что ли? Нет, против закавказцев им биться не придется, потому что это братские нам народы, и грузины, и азербайджанцы. Мы найдем между собой ситуацию решения вопроса. Нам незачем умирать за тех, кто нас провоцирует. И пример тому сейчас, когда даже между Арменией и Азербайджаном вот была война, и, казалось бы, вот так вот решился вопрос в пользу Азербайджана, даже в этом случае эти два народа, эти два государства пришли к единому мышлению, что это было все спровоцировано, что все это было провокацией Кремля. А наши народы на это не пойдут на Кавказ. Вот мне так кажется, как бы они там ни крутили. Конечно, они могут что-то там крутить, и если с Украиной вопрос сейчас будет решен в пользу Украины, тем более им это ничего не удастся сделать. Мне так вот видится это, Слава. Ясно. Вы считаете, будет война Ирана и России против Азербайджана, Турции и Закавказья? Как вы считаете? Ну, здесь вопрос такой, ведь мы же видим, что туда активно сейчас вот этот, если так можно назвать, это Кавказ, но если разделить его между горами Закавказья, там как бы единая команда, единая линия образуется. И эта линия связана с демократическим, как говорится, уклоном, который есть на Западе. То есть и Трамп, и Европа в этом смысле как бы, значит, это приветствуют, так? Если они там приветствуют, что ж теперь? И Турция, она член НАТО, если на НАТО кто-то там нападет, то считайте, что уже сразу они столкнутся со всем этим блоком западным и НАТО. А здесь Иран на это не может пойти, мне кажется. И эти страны, тем более, что они пытаются, заявили, что они там создадут вот базу натовскую в Азербайджане, так? И теперь вот эти разговоры о том, что там, значит, были какие-то налеты, чуть ли не входили это в Тбилиси, в Армению, в Азербайджан, были убиты люди, все это. Это были разговоры. Я общался с людьми, которые живут в этих местах, там они в курсе дела. Они сказали, это все провокация России. Дело в том, что база, которая находится на территории Армении, там большая база российская.
Они туда пытались перекинуть своих дополнительных людей по воздуху, так? И там вот произошли какие-то инциденты, протесты были. Это, наверное, с этим связано. А особого там такого ничего не было. То есть они пытались там как бы закрепиться. Вот о чем шла как будто бы речь. Ну, об этом нигде, как ты говоришь, нигде не было написано, но из моих вот личных общений вот такую информацию я получил тоже. Мгм. Ясно, спасибо. А вот то, что вот в Украине, например, тоже же вроде вся Европа, все НАТО помогает, заинтересовано, но участие не принимает. Не получится ли так, что Азербайджан и другие там какие-нибудь тюркские республики останутся один на один, например, с тем же Ираном и Россией, и, может быть, с Арменией? Есть ведь очень много пророссийских армян, как, впрочем, и азербайджанцев много есть про российских. Не получится ли так, что вот Азербайджан будет один воевать и против вот этих стран, если, конечно, эта война все-таки состоится? Но, как мы видим, не получается, потому что Турция туда вводит свои войска и ведет войска. У них возможность есть теперь, после того, как они там Мгм. заключили союз, так? И Армения тоже уже, значит, ведет контакты напрямую с Турцией. Так что они там объединяются, и Азербайджан в этом смысле будет как бы под прикрытием. Хотя и сам он, Азербайджан, может защищаться, у него хорошие показатели военные, мы знаем об этом. Ну так вот, как бы по логике все вот так должно быть. А там посмотрим, на что решится. Они же могут на какие-то сюрпризы делать, скажем, я имею в виду Кремль. Мгм. Сюрпризы это связано с тем, чтобы как-то где-то спастись. Вот в чем дело. Или где-то еще где-то отвлечь внимание от себя на другую тему или на другие государства. Эти сюрпризы они будут, конечно, пытаться делать. Но уже эти народы, и кавказские народы уже ученые в этом вопросе. А что и как будет, посмотрим. В общем, Мгм. политика такая, что действие России сегодня повсеместно осуждается и должно быть осуждено. И Россия, то имеется в виду эта империя, нынешняя Российская империя, она должна потерпеть поражение как власть. Вот в чем вопрос. Иначе она будет и дальше мутить все, что угодно, и пытаться и дальше вот так вот существовать. А это не в интересах, скажем, нас, народов, и не в интересах народов, которые находятся внутри этой империи сегодня, не в их интересах. Мгм. Вот так, мне кажется, Слан. Вот здесь вопрос такой: не получится ли так, что Россия и Иран возьмут пропагандой Армению, так много недовольных, что отдали Азербайджану земли, и пойдут вместе якобы возвращать свои земли? Думаю, что так не получится. Как получится, мы не знаем, но я свое мнение говорю. Дело в том, что здесь исторический раздел, и при развале Советского Союза тоже эта территория Карабаха, она обозначена была как часть Азербайджана. И поэтому вот эти все деяния, которые там происходили, вот эти столкновения в Баку, когда они, значит, тоже там вот по национальному признаку убивали и армян, и азербайджанцев, вот это все Мгм. происходило. Это тоже было вот это действие этих спецслужб российских, чтобы столкнуть их между собой. И вот то, что эта территория была как бы отдана, скажем, Армении, так скажем, да, это Мгм. тоже было связано с тем, что это Кремль на это оказывал давление. Но с другой стороны, получается так, что эта территория с точки зрения международного права после распада Советского Союза как бы э, признана территорией Азербайджана. То есть они в этом смысле имели. То есть весь нужно вести переговоры, нужно вести какие-то отношения, строить мирно. Если есть там какие-то вопросы, они должны строиться, еще у них были еще
1900 каком-то году, там у них были какие-то договора еще ранее. Вот на этой основе, если они какие-то будут строить переговоры и как-то придут к какому-то заключению, это один вопрос. Но в любом случае военным способом этот вопрос решать не будут. Не будут. Окей. Интересно. Так, вопросы. Эд, я приветствую тебя. Шалом алейхум. Скажи, пожалуйста, ты закончил свой вопрос? Мгм. Я вижу две части. Вот от Эда вопрос, Аяд. Вопрос Аяду. Я думаю, и многие уже не сомневаются, что развал и капитуляция фашистской Российской Федерации не за горами. Я думаю, в обществе и многие сейчас запутаны, кому верить и за кем следовать и с кем иметь дело. Сейчас агентура фашистской Российской Федерации работает на полную катушку. Их задача запутать общество. Они себя рекламируют, что они за свободную Ичкерию, а на самом деле выполняют чей-то заказ за доллары. Эд, я вижу, это у тебя здесь точка стоит. Это окончание или еще есть третья часть твоего текста? Потому что не совсем понятно. Вопрос это или утверждение. И вопрос. Они всегда были на довольствии у фашистской Российской Федерации. Ну, если такой вопрос, конечно, агентура России, агенты влияния России действуют не самостоятельно. Это действие, конечно, связано с подачей власти России, их секретных служб. И то, что он сейчас говорит, вот о чем он говорит, здесь могут быть разного рода, есть люди, допустим, если идет о нашей оккупированной стране, то речь может идти о тех силах, которые себя здесь обозначают властью нашего государства, с одной стороны, другие, которые, находясь здесь на Западе, приехать сюда, разного рода беженцы, тоже себя пытаются от имени нашего народа где-то выступать, говорить, где-то говорить, в разных встречах, конференциях, себя изображать, а в то же время это является с точки зрения и международного права, и с точки зрения нашей Конституции, это есть преступление, это отступничество. Если они не понимают этого, так, если они не понимают и делают это, незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому здесь вопрос такой. Это вопрос перспективы. Это вопрос, когда Чеченская республика, Ичкерия будет освобождена и восстановлена там власть, уже тогда там будут решаться вопросы в отдельное каждое, скажем, может быть, личности или каждое его движение. То есть мы сейчас не можем говорить прямо о том, как они это делают. Хотя мы свое мнение имеем и говорим, что эти люди, вот те, которые мы называли на прошлое и сейчас, это команда вот от самозванцев, это те, которые им способствуют той или иной меры, или те, которые им противостоят между собой, но с ними, но и себя изображают точно таковыми, они тоже такие же. Они признают наше государство, в то время как ее признает на международной арене, и Грузия признала, и Украина. И с точки зрения международного права, проведение закона с наших выборов признала миссию ОБСЕ. Тогда в 1997 году есть специальное решение, которое было признание. А эти люди, которые приехали сюда, беженцы, их работа как раз-таки направлена на удовлетворение амбиций, скажем, сегодняшней власти в России, Путина. Они могут это не понимать и думать, что вот мы выше всего над всем этим стоим с религиозной или другой точки зрения. Это не пройдет. Перед Всевышним мы каждый ответит самостоятельно. А здесь делать из этого какую-то политическую партию на религиозной основе
и утверждать, что они выше той воли, которую проявил наш народ, это совершенно недопустимо в этом плане. Понимаете? И поэтому здесь нет сомнений, что эти люди или эти движения в той или иной мере открыто или не открыто, или, значит, косвенно являются, значит, движениями и людьми, которые управляют и финансируются именно Российской империей. Вот к чему мы делаем такой вывод. Как они, в какой степени это было, в малой или в большой, или по заблуждению, или как, это уже вопрос второй, который должен решаться, скажем, судебными органами. Аслан? Спасибо, Аят. Еще один вопрос из ТикТок. Сейчас он давно задал ТикТок вопрос. Как думаешь, сможет ли Ичкерия освободиться и как? Ну что значит, сможет ли Ичкерия освободиться и как? Вопрос в том, что вот возьмите, вот скажем, Балтийские страны. Литва, Латвия, Эстония, так? Как они освободились? Их признали на международном уровне, и они были захвачены и находились под пятой у Советского Союза. В 1991 году, еще до развала Советского Союза, потому что остальной мир, скажем, говорит о том, что эти страны захвачены, и вы их должны освободить, и они были мирно освобождены. Мы за этот ход. Потому что мы создали свое государство в рамках международного права, как и другие государства, которые вышли из Советского Союза в 90-м году, 91-м году при его развале. И притом мы приняли все документы, все решения строго в рамках международного права и не нарушали. Против нас была организована провокация, провокационные войны, и против нашего государства, значит, вот было 5 агрессий. Сегодня, когда эта территория захвачена, мы должны получить от международного, скажем, сообщества, от международных, значит, стран о том, чтобы признать наше государство. Как сегодня идет, призывают здесь некоторые страны, там, в ООН они собираются признать территорию Хамаса. Знаете, есть такое, да? Почему в то же время не признать и наше государство, которое было создано в рамках международного права? Непризнание нашего государства, действующего в рамках международного права, говорит о том, что они не признают и не признают и государства, те страны и народы, которые незаконно захвачены были Российской Федерации России в 1992 году, 31 марта. Вот о чем это говорит. Поэтому мы за мирное решение этой проблемы. В то же время мы не говорим, что у нас не должно быть силовых структур. У нас должны быть силовые структуры внутренние и по защите. И наши люди сегодня борются вместе с украинцами на территории Украины против России. Часть наших людей, добровольцы, там борются, и есть они. Но несмотря на это, мы должны понимать, что мы туда сейчас пойти и военным путем бороться и биться сейчас нет смысла. Нам, в первую очередь, нам необходимо обосновать еще раз, чтобы, как и Украина, признали другие государства наши страны, нашу страну признали. Признание нас Грузии, признание нас Украины – это очень важнейший шаг с точки зрения международного права. Потому что мы не только сами признали себя, нас признала и Грузия, нас признала и Украина. В отличие от многих других республик, которые сегодня находятся в составе России, которые незаконно захвачены ими. Поэтому в этом направлении мы должны, избрав этот путь, действовать. И наша задача объединиться здесь на Западе, в этом направлении работать. Вот именно работая против этой линии, эти самозванцы, которых говорит Эд,
они вот эту работу здесь противодействуют нам. И нам нужна, конечно, поддержка со стороны и Америки, и Европы, и других стран мира в этом вопросе. Потому что это вопрос не только чеченского народа, это вопрос международного плана. Это вопрос устава ООН и международных принципов. Вот поэтому. Вот таким образом, это первое, что мы должны сделать, понимая, что происходит все это. Мы достаточно много воевали, достаточно показали, что мы можем воевать, но мы говорим, что мы хотим решать вопрос после того, как наш народ в рамках современного международного права решил эту проблему в 1991 году, в 1992 году, приняв свою конституцию суверенного и независимого демократического правового государства. Вот о чем речь. И все так вот те, которые выступают против этого, они вольно или невольно, зная или не зная, работают на Кремль, на имперский Кремль. И мы объясняем нашим людям, что это именно так. Мы не говорим, что они там бандиты, другое или третье. Мы говорим, что это ошибка ваша, тех, кто у вас. Или вы, не понимая, это делаете, или понимая. Вот таким мы видим будущее нашего освобождения нашего государства и будущее нашего народа. Спасибо. Аят, вы сейчас сказали по поводу того, что если признают там, например, вот сектор Газа государством там, и так далее, то и могут и нас признать. А чем вы объясняете то, что вот и арабский весь мир, то есть весь мусульманский мир, и те же, например, европейские страны, которые сейчас высказываются в поддержку признания вот сектора Газа или арабского палестинского государства, так яро, так активно высказываются, несмотря на то, что такая откровенная провокация была со стороны Хамас 7 октября 2023 года. И у нас жертв было на порядок больше, и откровенно нас уничтожали. Почему тогда не этот арабский мир, мусульманский мир, не вот этот европейский мир не говорили о нас в таком случае? Боязнь России и не боязнь Израиля? У меня здесь вопрос в том, что Россия и Советский Союз — это были государства, члены Совета Безопасности, они на весь мир на нас клеветали, и вот это мы знаем. Мы 5 раз они против нас организовывали, значит, эти агрессии. Это мы знаем. Сейчас мы смотрим, ожидаем, если так получится, как они говорят, это признание произойдет, это будет прецедент, который позволит и нам этот вопрос поднять. И вот что я имею в виду. Мы сразу, потому что мы-то это сделали, мы-то это создали, и если создали, еще против мы столько воевали, и никакие другие виды, скажем, оформления или создания нового государства наша легитимная власть и наш народ не признает. И разные разговоры здесь, которые ведут разные деятели, которые фактически работают в пользу Кремля, мы не признаем, наша власть это не признает. Вот о чем речь. Спасибо. Эд спрашивает, Эд Мамедов, как вы думаете, как выявить и что делать? Может, те, кто представляет народ Ичкерии, может, надо провести конференцию в прямом эфире и в запись, чтобы многие люди сами поняли, кто есть кто. Он имеет в виду про агентуру, которая путает людей. Господин Эд, дорогой Эд, мы хорошо знаем, кто есть кто. Все мы знаем. И те, которые занимаются этой работой, тоже знают, кто есть что. И эти власти, которые есть в разных странах Европы, да, и Америки, они прекрасно знают, кто есть кто. Вопрос в том, что наш народ, который находится, скажем, там под таким прессом, там не только 37-й, там целый как бы концлагерь в этой самой России. А у нас тем более там находится ситуация. Каждое движение в этом направлении, мы очень много делали движений, очень много было, значит,
этих конференций, так, они, в принципе, очень много, значит, сделали. И теперь, когда вот там вот что-то происходит, наших людей многих запугали сильно. В каком смысле запугали? Если люди находятся здесь на Западе, то дома там, скажем, на территории, там находятся их близкие родственники. Они их хватают там и начинают их пытать, и наказывать, в первую очередь отсылать на бойню или другое. Это делается по всей России, правда. Но у нас это вот именно в таком плане как бы культивируется, а потом переносится и на всю Россию, как мы знаем, так? Поэтому в этом плане, конечно, мы открытую конференцию делать собираемся, да, и даже мы планировали собрать и в другой форме конференцию. Мы знаем, кто наши сторонники, и мы знаем, сегодня они находятся в очень тяжелом положении. Здесь нужно, как говорится, чтобы, как говорится, пошло скольжение этой империи в бездну. Скольжение, чтобы было видно, что его столкнуть ее. А у нас как было? Мы боролись против этой империи 5 раз, и весь мир был против нас, я это говорил. Но это не значит, что мы сейчас согласились с этой империей. Нет, не согласились. Мы ожидаем, что остальной мир, объединившись, как будто сегодня ничего не может сделать. А что мы сделаем? Мы боремся, наши люди, добровольцы борются. Мы ведем политическую работу. Наших близких там людей засылают, скажем, вы на эту бойню, которые не хотят ехать. Мы им говорим, нельзя ехать, но и что они могут сделать, вы сами видите, какая ситуация. Так? В то же время признание нашего государства как оккупированной и необходимость ее деоккупации, это есть именно тот ход, который даст возможность встать новую форму противодействия этой империи и на территории Чеченской республики. Сейчас именно. Это очень важно. И в этом направлении мы сейчас боремся. Конечно, мы будем это делать, и там даже у нас в Чечении, там тоже знают, кто есть кто. Хорошо, знает, прекрасно. Вот такая ситуация. Ага, спасибо. А я тут дальше Мамедов это продолжает. Наше руководство очень устало от вранья фашистской Российской Федерации, и давление и принуждение к капитуляции неизбежно. Поэтому, я думаю, вам надо быть готовы на сотрудничество с нашим руководством, и мошенников надо вывести, говорит Эд, и продолжает. Сейчас. Я думаю, сейчас очень также благоприятный момент для признания Ичкерии Азербайджаном. Аят, вы готовы подать заявку в Азербайджан? Я уже про это говорил, Эду, уже один раз. Мы разговаривали с некоторыми людьми Азербайджана, так? Сегодня они сами находятся в таком положении. Если они признают нас, мы, конечно, будем только приветствовать это. А нас могли бы признать, скажем, и американцы, нас могли признать и европейцы. Кстати, вот эти балтийские государства, к которым мы обращались, они тоже могли признать. Но мы видим, что тамошние власти пока еще не готовы. И более того, эти власти, некоторые из них, не все, ошибочно принимают этих самозванцев, которые фактически все время работали на стороне Кремля, они их принимают и с ними где-то там находят какие-то общие, значит, темы, утверждая, что они якобы являются властью нашего народа, в то же время, когда это не так. И более того, это очень важный момент тоже в этом смысле. То есть все настолько запутано в этом плане, но мы эту работу ведем и объясняем. Объясняем, говорим им, рассказываем им. Вот было в прошлом году, позапрошлом была конференция в Европарламенте и в Варшаве, и мы там тоже говорили о нашей ситуации, рассказывали, что происходит. И говорили, что вот такая вот
позиция, она вредит не только нашему народу, но и вредит общему делу. Мы должны понимать, кто есть кто, на какой стороне те или иные, и кто есть полномочными представителями от власти той или иной страны. То есть этот вопрос, он такой открытый как бы стоит. И когда Россия, вот сегодня, смотрите, как она противодействует даже вот Америке и Западу, в этой ситуации и этот Азербайджан, и другие страны, они тоже смотрят сюда, на Запад, как здесь отреагируют на них. Так что вопрос здесь не в том, что мы молчим. Нет, мы об этом говорим везде, и много раз обращались, и говорили, так? Не раз, много раз. И встречались с ними, и говорили. Еще во времена самого первого президента Жохар Дудаева много раз было. Но вопрос стоит вот по таким вот причинам пока что открытым. Но мы от этого не отказываемся, и это будет продолжаться. Мы будем действовать и никогда не сложим свое оружие, скажем, в этом смысле, указывая на то, что наше государство незаконно оккупировано. И в скором времени, я надеюсь, это произойдет, когда нас признают и другие государства Европы и Америки. Заигрывают, и в Украине заигрывают, и некоторые, вот мы видели и в странах Балтии, и в других местах, ну, откровенно заигрывают с ну, коллаборантами или же людьми, которые ну, откровенно выступают за Россию, ну, не то, что откровенно выступают, ну, они как бы симулякры изображают из себя как бы наших сторонников, но на самом деле выступают за Россию. Это связано, как вы думаете, с чем в том числе? Может ли это быть связано с тем, что им нужно пушечное мясо, а вы, как президиум, вы заявляете о мирном методе деоккупации нашей страны? С этим это может быть связано, как вы считаете? Я думаю, что вот эти встречи, которые происходят, и мы видим с вами, да, Мгм. мы говорим, что там власть их принимает, или те принимают, и это принимают, или даже в той самой Балтийских республиках, в Украине, вы нигде не заметите, чтобы их признала и приняла власть. Нигде. То, что они манипулируют и говорят, вот мы то сделали, мы это сделали, вот эти вот разные роды, этого нету. Понимаете, это говорит о том, что эти манипуляторы, как ты говоришь, что они общаются с людьми, которые уже давно в отставке, которые не являются сегодня во власти. И поэтому здесь мы это хорошо должны понимать. А простые люди, зная, допустим, некоторых бывших политиков, которые в мире где-то в разных республиках были, и потом они с ними встречаются и думают, что это вот, это они, вот. На самом деле нет, надо думать и смотреть, какое решение они приняли. Вот наш президиум правительства, мы обратились в 2022 году и до этого целый год так бы работали властями Украины и направили им, значит, балтийским странам, Польше отправили обращение с признанием нашего государства. И Верховная Рада это рассмотрела и признала, значит, что территория Чеченской Республики незаконно оккупирована. И в ходе этих войн был совершен геноцид чеченского народа со стороны Российской Федерации России. Именно так принято. Это очень важно. И мы надеемся, что и другие страны, к которым мы обратились официально, тоже этот вопрос будут решать. Вот таким образом. Поэтому вы нигде не увидите, вот где там и как. Мы эти все наши документы выставили. Мы даже выставили те документы, которые мы направили президенту, выставили президенту, Верховной Раде, и все вот обращения к международным организациям, международным политическим деятелям, которые поддержали эту нашу идею, вот ту формулировку, которая была принята Радой.
специальное было обращение, воззвание, и туда это подписали и американцы, и наши люди, и европейцы, и после этого произошло это признание. А эти самозванцы здесь вот, я как вижу, утверждают, что то они говорят, что это рано признали, что не надо было признавать, что это было признание не совсем верное, хотят умолить это решение, которое было принято украинским народом, украинской властью. Это тоже те действия, которые как раз-таки на пользу России. Они не имеют права это говорить, это их личное мнение. А наше мнение совершенно другое. Я имею в виду власти и нашего народа другое мнение в этом вопросе. Мгм. Так что мы не должны заблуждаться в этом вопросе тоже. Не обманываться, не думай это. Мгм. Спасибо, спасибо, Аят. От Ру вопрос такой. Ру, я тебя немного дополню. И в 90-х тоже, в 90-х, 2000-х годах Москва передала много бизнеса западным компаниям, даже добычу нефти и газа. Но Кремль потихоньку выпроводил их. Может быть, что Москва снова пойдет на такое? Что-то Да. я не услышал до конца. Может ли быть так, что снова Москва может всех выпроводит? Вот тем, кому она бизнесы раздала, всех вытурит или уже вытурила. Кого вытурить? Кого имеется в виду? В начале в 2000-х Москва передала много бизнеса западным компаниям, даже добычу нефти и газа. Но Кремль потихоньку выпроводили их. Может Да. быть, что Москва снова пойдет на такое? Так это, они сами-то уходят все, не то что, потому что в этой России уже нет ничего такого, чтобы можно было бизнес нормально вести. Они все, что там есть, захватывают, и они сколько там компаний, которые были там в России по большим городам, они уходят сами. И притом эти страны, скажем, западные страны и Америка, тоже оттуда выводят эти компании и запрещают там им работу. Об этом же было. А может ли нет, те, которые с ними сотрудничают сейчас, с российской властью, и дают им зарабатывать, они как бы становятся пособниками Кремля, и вряд ли они там должны находиться и будут находиться, с моей точки зрения. Послав. Мгм. Ясно, спасибо. Руководство Азербайджана очень умные и расчетливые политики, и без стопроцентной гарантии они бы не пошли на обострение с фашистской Российской Федерацией. И сейчас оказывает энергетическую Азербайджан и не только помощь Украине, говорит Эд. Ну, Но здесь мы не можем спорить, да, мы видим, что они хотели столкнуть, Москва хотела столкнуть, скажем, Азербайджан против чеченского народа, когда они этот самолет там подбили. И хотели это как перевести стрелки на чеченский народ. А потом еще это Куптис-Крот, или как вот называется, помнишь вот это? Это же был азербайджанский офис, да? И это было тоже направлено против Азербайджана. Да, они пытаются это делать, и понятно, Азербайджан, руководство Азербайджана твердую позицию занимает сегодня, и они сотрудничают с Турцией, членом НАТО. Так что здесь понятная сегодняшняя ситуация, в принципе. -то. Вот такое дело, Аслан. Whaler Aed. Aed, Whaler. Я не расслышал. Я говорю, все, я говорю, я думаю, что закончил это. Я согласен с этим, согласен, что толково и умно они действуют, да, Азербайджан. Так, Индия уже отказалась от покупки нефти и газа. Цены были ниже коммерческих. Да, Индия отказалась, да, это мы уже обсудили сегодня. И, кстати говоря, после того, как Трамп отправил 2 ядерные подводные лодки куда-то там, куда-то туда, индекс
биржи России рухнул. Испугались, короче говоря. А знаете, еще украинцы ведут у себя на канале отчет, не помню на каком канале, я просто смотрел российский канал, они там это обсуждают. И такими большими буквами, знаете, как отчет, когда идет 8 дней, 7 дней, 6 дней. И русским это очень не нравится. А я там Как уже 7. рулетка, да? Как рулетка. Да-да-да, вот, ну, как отчет времени, когда идет Да-да. 7, 6, 5, там, перед стартом. И Мгм. они на это как-то реагируют Да-да. нервно. Да-да. Мгм. Ясно. Так, друзья, задавайте вопросы. Если есть желание, мы можем, мы уже больше 100 минут в эфире. Ну, а если есть у вас время, если кто хочет, можете принять участие, прямо в ТикТок зайти, я вам дам слово, ну, если вы хотите. Либо пишите тут в YouTube, я зачитаю. М. Ну, здесь Дашуля спрашивает, это россиянка, по всей видимости, так как вопрос соответствующий. Расскажите, за что воюет Украина? За что? Да, за что воюет Украина? Украина воюет за свободу выбора своей власти, за свободу решения всех проблем самостоятельно и за то, что никто не имеет права нарушать их границы, и за то, что они приняли принцип международного права, и это демократическая страна, которая ежегодно или в какой-то каждые 5 или 4 года избирает свою власть и воюет за свободу личности, то есть за всеобщую декларацию прав человека. То есть она воюет за украинский народ и его будущее. Вот за что она воюет. А Россия пытается из этого народа сделать рабом и захватить ее территорию и денацификации, то есть и уничтожить украинский народ в смысле как нацию, как народ, язык, традиции, все это убрать. Вот что пытается сделать Россия против Украины и всех других народов постсоветского пространства. А если им удастся сделать это и во всем мире, это их, так сказать, мечта голубая. Да. Нужно всячески подавить пропаганду симулякров, блогеров, каналов, которые путают. Тогда страны начнут признавать Ичкерию, говорит Джек Хоппер. Что вы скажете на это? Мы как раз-таки этим и занимаемся, но наши возможности сейчас не так, значит, большие, можно сказать, и потому что по сравнению с тем, что есть ресурсы, которые есть экономически в России, и политические, и то, что она является членом ООН, Совета Безопасности, нам в этом плане трудновато, но это не значит, что мы соглашаемся с ними. И что мы можем от того, что они сидят где-то там на горке, что мы можем быть им у них рабами. Вот в чем вопрос. А так я понимаю, что именно это должно быть так, и мы к этому призываем, скажем, все народы и призываем к этому все страны. Мгм. Мгм. И я бы добавил бы Джек, нужна ваша всех помощь, чтобы вы не сидели просто сторонними наблюдателями. Хотя я знаю, что вы многие переживаете, болеете всей душой. Ну, кто-то стесняется, кто-то там опасается за родственников, которые в Чечне находятся и так далее. Ну, нужно вам всем выходить, понимаете? Пока вы только смотрите, нас будут представлять какими-то маргиналами, какими-то там людьми, которые там не имеют за собой реальной силы. А сила – это народ в демократическом обществе. А мы знаем и за президиум, и за то, что мы говорим, потому что мы выражаем общее чаяние нашего народа.
И вы должны хотя бы словом, комментарием, где-то там как-то распространением наших эфиров, вы должны говорить каждый день, как мы это делаем, вот и вы должны это каждый божий день делать. Только так, только вместе. Без вас мы всего лишь просто там, я просто простой правозащитник, а я там представитель нашей законной власти, но без вас, потому что вас не видно. Хотя видно вас в просмотрах, видно, что интересуются, что есть, хотя нам мешают по-всякому, там нас пытаются замолчать, там задвинуть. Но, опять же, нужна ваша активность, друзья. За вас, за нас никто ничего не сделает. Никто. Да. Так. Китай вынужден Индонезии перегружать российскую нефть в танкеры под другими знаменами, чтобы обходить санкции, пишет Асламбек Тутаев. Вот видите, потихонечку давят русню. Давят. Ясно. Ну и больше комментариев не вижу. Сколько так? Не вижу комментариев. Я предлагаю, если вам нечего больше добавить, я закончу сегодняшний стрим. Ну, добавить мы можем говорить много о чем. Ну, наверное, хватит уже 1,5 часа, а то и больше. Угу. Давай закончим на сегодня. В следующий раз поговорим еще. Да. Все, Аят. Спасибо вам большое. Аят. Всем спасибо. Все, кто принял участие, всем спасибо. Да, всем спасибо, друзья. Всего самого хорошего. До завтра. Адикюэль Машоль. Адикюэль. Спасибо, до свидания. До свидания.